Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантье. И сегодня мы делаем расклад под названием «Мои шансы в любовном треугольнике». Посмотрим, как мужчина относится к супруге, грубо говоря, да, как относится к сопернице. Посмотрим вероятное будущее и с одной женщиной, и с другой женщиной. Напоминаю, что все последние новинки в описании к этому видео. Мои контакты, если кому-то нужна личная консультация, тоже там в описании, в инфоблоке. И прогнозы на март по знакам зодиака в плейлистах тоже обратите внимание. И от вас нужно сегодня выбрать свой вариант, как обычно, либо цифра 1, 2, 3, либо карту. Сосредоточьтесь, подумайте о своем мужчине, подумайте, как он относится к вам, как он относится к другой женщине, к сопернице, и выбирайте свой вариант. Я перехожу к первому. Итак, первый вариант, смотрим вас. И каковы ваши шансы. Смотрите, левая сторона, вот это будет сторона супруги, либо вы выбираете сами свою сторону, эта сторона будет для соперницы. Вот выбирайте, кто вы, соперница или супруга. Здесь вам нужно тоже сделать выбор, какую сторону выбираете, левую или правую. Итак, сигнификатор мужчины. Состояние мужчины на сейчас. Этот расклад мы смотрим на сейчас. Когда бы вы этот расклад не смотрели, это на данный период времени. Сигнификатор мужчины, его состояние, туз жезлов. Но мужчина полон сил и энергии. Мужчине играет бурлит кровь, скажем так. Мужчина активен, мужчина динамичен, мужчина в такой период, да, у него некого такого творческого потенциала, который стремится наружу, который стремится реализоваться во всех отношениниях. И тем более это у нас туз жезлов, тут сексуальная энергия прям прет через край у мужчины. То есть он тут прям ловелас и... В общем, супер альфа. И его приоритеты на сегодняшний день это не относительно отношений, а вообще в жизни, что он ставит для себя превыше, главнее всего на данный момент, на данный период. Отшельник. Вы знаете, мужчина пока не понял вообще, что ему от этой жизни нужно на данный, по крайней мере, момент. Мужчина находится в постоянном поиске, мужчина не определился вообще ни в чем. И, скорее всего, все-таки, да, это связано с женщинами, потому что энергия у него через край. Сил у него хоть поварёшкой черпай. В общем-то, сейчас такой хороший у него период, он полон сил. Но куда применить эту силу, куда применить эту энергию, мужчина пока не знает. Приоритеты у него не расставлены. Что ему нужно от жизни, мужчина тоже, увы, не понимает. Отношение мужчины к супруге, четверка кубков. Ну, вы знаете, тут, конечно, привычка. Тут привычка, уже все понятно, все ясно. Супруга уже прочитанная книга, с одной стороны, а с другой стороны, вот не хватает ему внимания, не хватает ему какой-то заботы, не хватает ему какой-то ласки. Либо, знаете, мужчина в таком состоянии, когда, ну, по отношению к супруге, когда хочется вернуться назад, когда хочется окунуться, вот когда отношения зарождались, когда они только начинались, когда это была энергия, когда это было все в динамике, когда это было все красиво, приятно, ароматно, комфортно. Вот такое состояние, когда, ну, скука. Вообще-то Пандора на изображении карты, она здесь скучает и в неком таком ожидании находится. И, конечно, тут еще такие, ну, скука и привычка. Отношение мужчины к сопернице. Тут паж жезлов. А вот тут динамика, вот тут энергия, вот тут желание и новизна. А тут, знаете, вот эта женщина, эта соперница, она ворвалась в его жизнь резко, динамично и ярко. Он сам не ожидал, что вообще может так получиться. И что так получится, он даже никогда не думал и не задумывался. Но вот так произошло, вот так случилось. Это у нас богиня Ойя. Она врывается в жизнь, прошу прощения,
людей очень резко, очень неожиданно. Причина, затрудняющая выбор мужчины. Почему он никак не может выбрать между двумя женщинами? Шестерочка пентаклей. А вот здесь, конечно же, материальная сторона вопроса. Скорее всего, просто мужчина понимает, что есть какие-то обязательства материального характера перед супругой. И если тем более еще и есть дети в семье, то вот эти вот все его обязательства, да, мужские, они и не дают ему сделать некий выбор. Ну и, конечно же, здесь еще может быть в наше время, это может быть все что угодно. Кредиты, ипотеки, какие-то финансовые обязательства, которые связывают его с женой. Может быть, это общая недвижимость, может быть, это какой-то общий бизнес. В общем, те финансы, которые связывают супруга и супругу, они, конечно же, останавливают. Ну и тут еще, знаете, понимание, что осознание, что он двоих женщин, да, как многоженец, он не потянет материально. Увы, у него нет таких возможностей. Это у многих, у большинства так проиграется. Да, у некоторых есть, конечно, возможности, деньги, хоть 10 женщин обеспечивать, но здесь все-таки на рисунке, и вообще эта богиня, она помогала тем, кто просит, тем, кто нуждается в помощи. И вот здесь, да, причина, затрудняющая выбор, скорее всего, просто у него нет такой возможности. Дальше. Что мужчина получает от супруги? Что ему дают эти отношения? Уют, покой, такую вот привычную, комфортную жизнь, которая ему уже известна, которая ему уже понятна, которая ему, ну вот, да, там все как-то расписано, все как-то уже известно, как уже я и сказала, да, и тут и недвижимость. Скорее всего, если, например, недвижимость записана на супругу, то вот этот аспект может его еще останавливать, тут может появиться некий страх. Поэтому он все еще с супругой, с одной стороны. А с другой стороны, как я уже и сказала, да, ему удобно, ему комфортно, дома уют, дома тепло, дома и накормят, и напоят, и спать уложат. Ну, в общем, вы сами понимаете. Что мужчина получает от соперницы? У нас старший аркан Луна. Но вы знаете, здесь, скорее всего, просто какие-то эмоции. Некое такое погружение, и вот именно эмоциональное, когда он как глоток некой свежей воды, с одной стороны. А с другой стороны, эта дама, так как она и ворвалась резко, она для него является таким неким неизвестным человеком, которого хочется изучать, которого хочется постигать, узнать. И эта дама, она очень притягательна, она очень манящая. Да, это все-таки у нас Луна. Она такая туманная, она такая томная, она такая вот загадочная. И эти отношения, я же говорю, как будто его, знаете, вот этот вот творческий потенциал, вот эта энергия, она вот тут у него как раз прилагается. Вот он может вот эту энергию, которая у него бурлит, да, которую мы ее видим, вот здесь он ее может приложить и как-то потратить и направить. А вот здесь, со стороны супруги, тут уже все ясно и понятно, тут не нужно прикладывать усилия. Тут уже как бы все работает по плану, все работает хорошо, без каких-либо сбоев. То есть тут уже налажен механизм. Далее, планы мужчины относительно супруги, шут. Вот здесь какие-то новые начинания. Давайте мы вытянем одну карту и посмотрим, куда приведут эти новые начинания. Ну, я думаю, что пока так эти отношения и будут развиваться, просто они будут более легкими, более такими свободными. Он будет себя вести так, как ему удобно и так, как ему комфортно. То есть, знаете, сильно не будет учитывать какие-то
желания своей супруги. Тут именно поведение, нацеленное на свой комфорт. Тут такой эгоизм, эгоцентризм будет проявляться у мужчины. Да, он будет давать ей какую-то материальную обеспеченность, да, так же, как и было раньше. И все. И будет считать возможным, если он, как говорится, кормилец в семье, если он обеспечивает, то он может вести себя так, как ему удобно. Вот такое какое-то не очень красивое поведение. И, в принципе, отношения, как они складывались, так и будут складываться. Тут такой некий движение к застою, вот знаете, или движение по застою. Пока особых подвижек я тут, к сожалению, не вижу. Это у него в планах. Дальше планы мужчины на соперницу, император. Ну, здесь, конечно, проявлять свою силу, проявлять свой характер, да, показывать всеми силами, всеми его умениями и талантами, что он супер альфа, что он вообще хозяин положения, требовать к себе внимания, требовать к себе заботы. То есть тут поведение со стороны мужчины по отношению к сопернице именно такое, мужское. Тут опека, тут защита, тут желание защитить даму, да, желание как-то помочь, как-то ее подтолкнуть к каким-то высотам, да, но вот помощь, в общем, с его стороны, тут конкретная помощь будет в сторону соперницы. И почему я это говорю? Потому что наиболее вероятное будущее соперницы пока что на данный момент, да, туз пентаклей. Вот как я и говорила, здесь отношения будут развиваться, тут отношения будут расширяться, он будет ее пытаться обеспечивать, показывать ей, что он хозяин положения, будет пытаться давать ей то, что она хочет, потакать ее капризом, как-то одаривать ее какими-то бонусами, подарками, комплиментами и так далее и тому подобное. В общем, вы понимаете. Это у нас туз пентаклей и богиня Фортуна, богиня удачи и богатства. Да? И наиболее вероятное будущее с супругой там королева кубков. Здесь отношения будут развиваться, знаете, вот манипулировать будет, скорее всего, им пытаться супруга, и манипулирование будет со стороны мужчины. В общем-то, каждый будет заниматься своими делами, каждый будет делать ставку на себя и пытаться жить так, как удобно ему. То есть удобно супруге и удобно супругу, мужу, да, мужчине. То есть здесь подытожим, да, всю картину. Мужчина по отношению к супруге пока отношения он менять не будет. Тут расставаний никаких я не вижу. Единственное, что, конечно, здесь шутка королева Пентаклей, это у нас Гея. Ой, Гера, прошу прощения, Гея это мир. Это у нас Гера, да. В греческой мифологии помните, да, что Зевс позволял себе измены, причем частые, постоянные. И вот здесь мужчина, скорее всего, это же самое и будет позволять по отношению к своей супруге, к своей жене. Будет вести себя так, как он хочет, потому что будет считать, что он хозяин положения. И ему, в принципе, пока уже с женой не так интересно, как и не так вот ярко, страстно, да, как, например, вот с соперницей. Здесь динамика, здесь страсть, здесь такое томление, здесь желание показать снова, да, покорить еще одну женщину в свой, грубо говоря, список. Вот такой у нас вышел вариант номер 1. Я желаю вам единички, несмотря ни на что. Будьте любимы, будьте желанны, любите, берегите, балуйте, радуйте себя, живите полной жизнью, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства. С вами была Астарта Сантея. Всех благодарю, что были со мной. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Я перехожу к двоечкам. Итак, второй вариант. Смотрим вас и сигнификатор мужчин.
его состояние на сейчас. Ну, мужчина нацелен на результат. Мужчина находится в некой такой динамике. Мужчина, поведение мужчины, знаете, такое, когда мужчина идет по головам. Вот все ни по чем, я себе поставил цель, я к ней иду любыми, господи, прошу прощения, любыми путями и средствами. Тут такое применение ума, применение своих опытов ранее, да, полученных, применение неких ресурсов, которые у него есть, и прям вот в такой вот сильной, в большой, в быстрой динамике. Приоритеты на сегодня, опять же, смотрите, выпала карта колесница, то есть мужчина намерен действовать, мужчина намерен двигаться, мужчина намерен достигать своих поставленных целей, получать результаты. В общем, тут движение и развитие вперед, и только вперед, и никак иначе. Как мужчина относится к супруге? Карта шут. Ну, с легкостью, с каким-то, знаете, вот легкость и некий такой, не то чтобы инфантилизм, а вот он как-то не учитывает ну, вот наличие вообще, что у него есть супруга или девушка или жена. Вот он действует, да, идет и ведет себя так, как будто он один, так, как будто он одиночка, так, как будто ему не нужно, в принципе, вообще учитывать мнение супруги. То есть такое поведение и отношение к супруге достаточно несерьезное, легкое и а, э, безучтивое, что ли, вот так. Отношение мужчины к сопернице, тройка жезлов. Ну, вот здесь, конечно же, он понимает, что это просто-напросто а, третья сторона в отношениях, что это просто, ну, грубо говоря, интрижка. Здесь, конечно же, желание, конечно же, секс, интим, близость. С ней все-таки это жезлы, тройка жезлов еще и, ну, намекает нам, конечно же, на треугольник. То есть мужчина, вот я бы сказала, что он вообще, в принципе, не учитывает ни одну, ни вторую сторону. Вот он занят и нацелен только на свои дела, на свои планы, на свой результат. Да, у него, как, знаете, вот такое ощущение, что обществом навязано есть супруга, и, конечно же, есть любовница, как же иначе. Причина, затрудняющая выбор. Звезды. Опять старший аркан. Ну, да, сильно он и не выбирает, я бы так сказала. Нацелен на свои какие-то дела, на свои вопросы. Тут надежды именно связанные и ставки мужчина делает именно на какие-то свои достижения в первую очередь. То есть его не сильно такие волнуют именно вот личная жизнь, да, отношения с супругой, отношения с третьей стороной, с соперницей вообще не сильно волнуют. Он как-то держится от них на расстоянии. Не могу сказать, что индифферентно прям относится, нет, но на расстоянии. Но как-то запросто воспринимает вообще всю ситуацию, которая сложилась. Что мужчина получает от супруги? Ну, привычку, уже такой хороший, привычный, спокойный, понятный уклад жизни, когда все четко, когда все понятно, да, опять четверочка жезлов, там ему легко, там ему светло, там ему комфортно, супруга дома, и супруга его всегда принимает, она всегда его в доме всегда, знаете, кушать сварено, и поглажено, и постирано, и убрано, в общем, очень-очень удобно, приятно, комфортно у него дома, и к супруге он относится как вот к человеку, который ему этот быт, этот уют и обеспечивает. Что он получает от соперницы, жрица? Ну, опять же, просто-напросто секс, интим, отношения на стороне, отношения, которые нужно скрывать, отношения, которые не нужно и нельзя афишировать, и лучше бы не афишировать. Ну, есть на стороне отношений и хорошо, и лучше, чтобы о них никто не знал. Но там в плане интима там все хорошо.
Планы мужчины насчет супруги. Ну, продолжать отношения с соперницей, обманывать, причинять боль тем самым. Он осознает, что изменами, да, он причиняет боль и обманывает. И причем это все, конечно же, максимально неприятно, максимально некомфортно для супруги. Где-то даже супруга для некоторых может проиграться так, что супруга и в курсе, и догадывается, что есть на стороне кто-то. Но опять же, как я и сказала, да, он не учитывает то вообще, не склонен учитывать даже то, что супруге причиняет боль. Нет, он так и будет продолжать ходить налево и изменять. Планы мужчины по отношению к сопернице, тройка мечей, я бы сказала, что здесь для него он рассматривает эту соперницу как предприятие временное. То есть ну, были отношения хорошо, затягивать их он не будет и не станет. Вот как-то он их рассматривает, что в принципе они могут принести ему некие еще и неприятности. И понимает, что отношения на стороне откладывают, конечно же, свой отпечаток на отношения с супругой. Вообще и та женщина для него как-то вот неудобно, я бы так сказала, вот если говорить о том, что они будут как бы идти вровень, что дома будет жена, а где-то там в другом месте будет другая женщина. Вот так ему неудобно и так ему некомфортно, потому что там он понимает, он причиняет боль, но будет продолжать это делать. А здесь он понимает, что ну, нам было хорошо, но вот на этой хорошей ноте, и, скорее всего, он скажет ей, давай расставаться. И причем здесь еще может проиграться еще и так, что он, в принципе, страдает и переживает. Это все-таки, да, тройка мечей, нам говорит о том, о разбитом сердце, говорит о том, что есть боль, что есть переживание, что есть обида, слезы там, да, и так далее и тому подобное. Вот здесь, скорее всего, просто-напросто он задумал все-таки эти отношения разорвать, потому что ему тоже так неудобно. У него есть цель, и она, скорее всего, ни с одной женщиной, ни с другой женщиной она как-то не вяжется. Тут стремления и цели у него личные, лично для него эгоистичные. Наиболее вероятное будущее с супругой. Ну, карта выбора, карта влюбленные. С одной стороны, он, конечно, может попытаться отношения наладить, но как наладить? Путем просто устранения соперницы. Вот и все. Как-то вот прям измениться и делать какие-то шаги навстречу и рассказывать там о своей неземной любви. Нет, скорее всего, он здесь не будет. Да, может, конечно же, как-то хитрить, обманывать и говорить люблю, не могу, прости меня, дорогая, но натура такая все равно будет смотреть куда-то на сторону. Но вот с супругой отношения более или менее здесь в ближайшее время должны как-то стать на некий другой уровень. Вот от этой боли, да, они перейдут к некому выбору, как жить дальше. Все-таки расходиться, не расходиться, либо как-то пытаться отношения наладить. И наиболее вероятная будущая соперница тут рыцарь Пентаклей. Вот вы знаете, даже если и будет тут какое-то развитие, то оно будет настолько медленное, ну, что уже сильно интересовать мужчину не будет. Но смотрите, здесь складывается впечатление по раскладу, что у барышни, у этой, у соперницы, может быть кто-то другой. И она просто-напросто может морочить голову и супругу пытаться морочить голову. Но я все-таки склоняюсь к тому, что здесь все-таки будет расставание. Почему? По инициативе этой барышни. Потому что она все-таки сама себе на уме, она точно знает, чего она хочет от жизни. И, скорее всего, просто супругу он не может дать то, что ей нужно. Поэтому, скорее всего, тут они расстанутся. Вот такой вышел вариант номер 2. Дорогие мои, я вам желаю всего самого наилучшего. Что бы ни происходило в жизни, какие бы неприятности, какие бы отношения у вас ни были,
любите, берегите, балуйте, радуйте себя. Самое главное, да, чтобы мы сами себя любили, и тогда люди, нас окружающие, тоже к нам потянутся. Это была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Искренне надеюсь, что мой канал и видео вам помогают, поддерживают, подсказывают, оберегают. И, как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Я перехожу к троечкам. Итак, троечки, смотрим вас и сигнификатор мужчины по состоянию на сейчас. У нас карта девяточка жезлов. Ну, мужчина, знаете, в состоянии некого анабиоза. Когда хочется побыть одному, когда даже полезно побыть одному, когда полезно углубиться вовнутрь. Когда мужчина закрыт, когда мужчина не склонен к общению, не склонен к конфликтам, либо не склонен вообще к разговорам, к выяснениям отношений. Но вот мужчина в неком таком закрытом состоянии, анабиозном таком состоянии. Приоритеты его на сегодняшний день не по отношению к личной жизни, а вообще в принципе повешены. Мужчина вообще в таком непонятном подвешенном состоянии, когда нет, приоритеты у него не расставлены, он пока не понимает, в какую сторону ему двигаться, не видит он этого направления. И поэтому, знаете, вот эти две карты, они как-то схожи. Они нам обе говорят о том, что мужчина ушел в себя, и мужчина пытается понять, как ему жить дальше, с кем ему жить дальше, но вот ответа он не находит. Отстранился он от всех, ему так удобно, ему так комфортно, знаете, когда прячется, прячет голову в песок, уходит от проблемы, вот примерно так же и ведет себя сейчас мужчина в третьем варианте. И пока проблему решать нет ни сил, ни ресурса, ни желания, и ответа, как это решить, у него тоже нет. Как мужчина относится к супруге? Аркан старший сила. Ну, здесь, конечно, конфликты. Здесь каждый тянет одеяло на себя. Супруга для него это как некий такой, знаете, даже некий враг, которого он рассматривает как человека, с которым постоянно конфликты, постоянно ругня, возня, постоянное выяснение отношений. И знаете, что еще? Здесь, скорее всего, супруга пытается как бы приручить, пытается как бы придавить, пытается его подмять под себя. От этого мужчина уходит, он сильнее закрывается, он не хочет таких отношений и такого отношения к себе от супруги. Знаете, вот как иногда говорят, как бронетранспортер, ты давишь и идешь прямо под головам, и вот так он супругу воспринимает. Отношение к сопернице, рыцарь жезлов. А вот тут все намного кардинально по-другому. Тут легкость, тут такой задор. Здесь отношения легкие, он понимает, что эта соперница, эта женщина, она совсем другая, совсем иная, нежели супруга. Здесь характер более покладистый, более мягкий, более такой озорной, что ли, более динамичный. А супруга, она, знаете, она прям такая женщина, закаленная в боях, я бы так сказала. А соперница, наоборот, такая нежная, романтичная, даже где-то даже тургеневская барышня. Причина, затрудняющая выбор. Троечка пентаклей. Ну вот не может он пока выбрать. Причины даже тоже он не понимает, какая причина тут есть. Не может он выбрать и находится, как я уже сказала, да, в подвешенном таком состоянии. То есть он, ну, нет сейчас у него возможности этот выбор даже сделать. Он даже не может взвесить и посмотреть на это все как-то со стороны, знаете, абстрагироваться вообще не может. Нет. Пока ему в таком положении треугольника, ему удобно, ему комфортно. Потому что здесь супруга, что она дает, да, в этих отношениях? Она дает движение, она дает развитие, она его толкает. Скорее всего, супруга по характеру, она сильнее, она целеустремленнее, она такая динамичная, она может вырвать то, что ей нужно, там, я не знаю,
ну, как говорят, да, некрасиво из глотки. Я не имею в виду к супругу, а вообще, в принципе, у нее такой подход к жизни. То есть она очень целеустремленная, она добивается поставленных целей любой ценой. А вот с соперницей у него отношения такие более мягкие, более дружеские. Они такие вот, знаете, более легкие, такие более гибкие. Здесь он как-то более ярко, что ли, может проявить себя как мужчина. Он как-то тут чувствует себя с этой женщиной совсем по-другому, осознает себя по-другому. А супруга это забивает его вот прям своей энергетикой, своей силой. Она прям его даже неосознанно, она забивает его куда-то глубоко-глубоко. А соперница здесь легкость, здесь задор. И поэтому выбора-то он сделать и не может, потому что, знаете, это как две грани одной медали. Вот был бы один человек со всеми этими чертами характера, да, и мягкий, и пушистый, в то же время сильный и целеустремленный, чтобы была такая золотая середина. Вот ее нет, а ему бы хотелось. А треугольник дает ему вот ту самую золотую середину. Поэтому сейчас принять решение, да, понять, как же он все-таки хочет жить более комфортно, более богато, да, вот когда, в принципе, не нужно прилагать каких-то сильных усилий, либо более легко и задорно, да, более вальяжно, что ли, но там нужно будет трудиться и добиваться самому. Планы мужчины к супруге, двоечка жезлов. Да, как? Особо я планов-то не вижу, он будет в неком таком ожидании, и все равно будут ссоры, все равно будут конфликты, все равно будут какие-то недопонимания, но как бы это все бытовое. Как бы такое ощущение, что он к этому уже привык. И он это воспринимает легко, как само собой разумеющееся, и даже ждет иногда конфликта, что вот-вот он может отхватить, грубо говоря, от жены там за какой-то свой проступок или за свою забывчивость, или там, я не знаю, то, что он, ну, я утрирую, да, там хлеб не купил. Это, конечно, я утрирую, троечки, не воспринимайте на свой счет. А планы по поводу соперницы, да, тоже особо планов мужчина не строит. Он плывет по течению. И здесь так и будут развиваться отношения сами собой. Расставаться он особо не планирует, но и как-то там усугублять, углублять отношения, да, более серьезными их делать он тоже не собирается. Тут будет просто, как говорится, плыть по течению и ждать, что же будет дальше, как будет дальше реагировать соперница. Наиболее вероятное будущее с супругой восьмерочка жезлов. Опять жезлы, вот тут опять могут быть с одной стороны конфликты, но мужчина тут чувствует себя комфортно. Чувствует себя сытым, чувствует себя таким вот состоятельным, чувствует себя легко, комфортно, чувствует, что он накормлен, напоен, спать уложен. В общем, абсолютно удобное, комфортное положение у него с супругой. А соперница здесь просто страсть. И его, конечно же, к ней тянет и манит. Именно интимная сторона отношений, именно физика, именно близость и желание обладать. Здесь такая привязка именно сексуальная к той девушке, к сопернице. А супруга это тот человек, который обеспечивает ему жизнь по его разумению достойную, богатую, сытую, удобную, вальяжную. А соперница, да, она ему этого дать не может. Там более эмоциональные отношения в том смысле, что там коннект более эмоциональный. Вот они эмоционально друг к другу подходят. Вот такой у нас вышел вариант для троечек. Троечки, дорогие, я вам желаю комфорта, удачи, здоровья, любви, благополучия, творческих успехов.
И любите, берегите, балуйте, радуйте себя, несмотря ни на что. Это была Астарта Сантия. Я с вами прощаюсь. Всех благодарю, что были со мной. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. До встречи.